всей территории субъекта идет строительство автомобильных дорог с применением современного оборудования и материалов для обустройства дорожного хозяйства. Вводятся объекты среднего и дошкольного образования, учреждения культуры, здравоохранения, жилье. Комментируя указанные управлением по организации проектной деятельности риски, связанные с возможным срывом ввода объекта в эксплуатацию, среди которых 2 школы и 2 детских сада, руководитель регионального Минстроя Микаил Балахоев выразил уверенность в готовности упомянутых учреждений к сдаче до конца года. По его словам, ведомство намерено завершить возведение не только этих, но и ряда других проблемных строений, работы по которым начаты в 2016-2018 годах и вышли за рамки установленных сроков до наступления 2021 года. В этой связи глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов отметил, что не допустит недостатков на строящихся объектах. Руководитель должен знать и уверенно говорить, когда нужно нет, когда нужно да. Вы сами должны посмотреть свой должностной регламент и обязанности свои выполнять по каждому объекту. Здесь должно быть предположительно столько, столько, столько. 32% безработных от рабочего населения. Вот эти нацпроекты и есть. Они и закладывали, что у нас будет участниками труда населения, строя эти нацпроекты. Это тоже закладывалось. Вот мы в школе были, 6-й, да? Все окна протекают и открывают, чтобы сделали. Это же ужас. В школу сделали актовый зал, окна не открываются, вентиляции нет, кондиционера нет. Все объекты, которые есть, детские школы, детские сады и больницы. Значит, вот присмотритесь к этому, чтобы там недостатков не было, чтобы это влияло на здоровье. Сейчас проекты сами делаем, да, сами делаем. И будем делать, и изменять будем. Да. Ну, вот это вот Баркал-Галчон. Никаких, которые там типовой принес, сук ляхтыды, сук проекты, яхнахы, прошлое должны уйти. Надо заказывать проект, надо, чтобы все делали как положено. Махмуд Али Калиматов дал поручение региональному правительству предпринять меры по контролю системы обеспечения коммуникациями всех вводимых социальных объектов. Электричество, вода, очистные сооружения, а также вентиляция. Все должно соответствовать нормам и стандартам, подчеркнул глава. Никто, кроме нас, воемох, кто обидбачу, не будет за нас заботиться. Никто, если кто-то полагает, вот он сделает, это сделает, никто. Не полагайтесь ни на кого, а делаем свою работу. Мы исполнители. Это не наша заслуга, что у нас дороги, что у нас школы. Понимаете, о чем я? Вот по нацпроектам, указам, майским указам, значит, мы выполняем то-то. Вот эти построили, вот эти будем строить. Садитесь и говорите. До 2024 года я просил вот, Минстрой и глав, подберите земли. Значит, вы должны нацпроекты смотреть, взаимодействовать и с министерством. Там, понимаете, ля-то шли. Я вам говорил это. Здесь будет детский сад, а вот есть. Сегодня это делаете. Всего в регионе до конца декабря планируется реализовать, в том числе в рамках нацпроектов, 27 объектов социальной инфраструктуры, включая реконструкцию центра спортивной подготовки в сельском поселении Мужичи и спального корпуса для дома ветеранов в сельском поселении Сурхаки, а также облагораживание 43 общественных территорий. Зелимхан Калоев, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.